Эльза Чанба стала фотографом в тот период жизни, когда люди редко делают кардинальные профессиональные повороты. Проработав много лет на госслужбе, многодетная мама ушла в домохозяйки. И тут в ее жизнь пришла фотография. В каком-то смысле вернулась. Исходя из того, что я какое-то время проработала послевоенное на абхазском телевидении, выпускающим эфиры. Технически я была монтажером. То есть к картинке я отношусь очень хорошо. И думаю, что я делаю это профессионально. И захотелось немножко изменить формат. И то, что мне нравилось всегда, сейчас появилось время заниматься этим больше. И так получилось, что немножечко были сложности в том плане, что когда ты уходишь с одного дела в другое, на тебе висит долго ярлык прежнего дела. То есть мне было сложно показать людям, что я не чиновник, у которого сейчас какая-то блажь в голове, и пользуется этой блажью просто для того, чтобы себя там заполнить. А именно то, что это вот то, чем я хочу и люблю заниматься. 2 года фотография была просто хобби для Эльзы. Со временем друзья из сферы культуры начали доверять фотографу какие-то съемки уже для дела. Спектакли, репетиции, выставки, передачи. Особенную роль сыграл театр. Мы стали снимать не просто спектакли, а паспорт спектакля. То есть так, для того, чтобы было видно самим артистам, как они выглядят снаружи, как мимика работает, как свет работает. То есть это было нужно и для режиссера, и для световика, и для самих артистов. И для того, чтобы передать произведение так, как поставлена цель его передать. Это очень льстит, моя фишка, когда я прихожу, вижу или моим детям это очень нравится, они своим друзьям тоже говорят, вот смотрите, вот это вот моя мама там делала. Мне очень нравится, когда режиссеры, которых приглашают время от времени наши театры, пишут мне: Эльза, мы хотим с вами поработать. То есть это, конечно, мотивирует. Первый международный конкурс, на который Эльза отправила свои работы, 35 Awards. Это крупная международная премия, основанная в 2015 году создателями профессионального фотосообщества. У Эльзы хороший рейтинг и диплом участника конкурса. В этом конкурсе очень хорошая вещь, как рейтинг. То есть ты не просто выставляешь что-то, ты видишь свой рейтинг среди остальных фотографов, плюс ты принимаешь участие в отборе в самом конкурсе, как голосование, и твой голос тоже важен. И вот ты тоже видишь, насколько ты отличаешься от других, что нужно лучше, что нужно хуже, где как, что востребовано, что на самом деле красиво, что некрасиво, что избито. Ты ходишь от пафоса, от клише какого-то. Смотришь на обработку определенную. Уходишь от определенной обработки. Потом Эльза решила, что свои фотографии можно показывать и более широкой аудитории. Так появилась идея зарегистрироваться на международной площадке для фотографов «Кавиар». «Кавиар» – это так называемый сайт-агрегатор для глянцевой индустрии. Журналы со всего мира именно там ищут фотографов, фотографии, моделей, стилистов, продюсеров. Именно с этого сайта работы Эльзы Чанба попадают на страницы и даже обложки зарубежных глянцевых журналов. И первый журнал, который вышел в Нью-Йорке и на баннере в Нью-Йорках был, это Coral Avenue. И там у меня такая тематика была «Люди сцены». И мне хотелось показать, что люди сцены красивы не только в молодости, и люди культуры, они красивы и в любом их возрастном, И мне так понравилось, что они взяли у меня Майю Джекирба из спектакля с посторонним с Абхазского театра. И в этом же журнале находится ее дочь-художник Абша Хагба. Мы как раз тогда был день, когда, помнишь, мы в галерее расчистили и делали выставку в заброшенной галерее. Мне это понравилось, что как-то все сплелось, И наши девочки с Росдрама здесь. Мне показалось, что эта связь поколений, межкультурная какая-то связь, потому что люди все разные, разных профессий. Оно попало в этот журнал. И мне захотелось увидеть, потрогать, посмотреть, как выглядит в печати, и как печать за границей отличается от печати, которую делают здесь. Конечно, отличается. Я позволила себе выписать. К сожалению, все журналы свои выписать я не могу. Их вышло уже около 16-17 во Франции, в Африке, в Америке, в Милане, в Канаде, в Греции. Как-то так. Цена печатного журнала варьирует от 60 до $80. Из недавнего серия фотографий с абхазской моделью Викторией Квицине заинтересовала сразу несколько европейских глянцевых изданий.
Вика следила за моей страницей тоже, и она сказала: Эльзуровна, я хочу попробовать с вами, посмотреть, как я буду у вас, и как вам интересно это или нет. Единственная была моя просьба самой выбрать локацию, потому что, вот, честно, вот сил на вот это вот у меня нет. Я люблю работать с режиссером. Мне так спокойнее. Я вижу свою задачу, и я отключаюсь и начинаю жить этим. И вот мы с Викой на подхвате по-быстрому, как-то у нас не получалось, потом день выдался, пошли тоже в полуразрушенном здании с минимумом декорации, с минимумом одежды. Часть была моя, часть была ее, то есть мы даже не знали, что получится. Вот. Из того, что планировали, кстати, получилось больше то, что было не запланировано. Вот. И вот получилось. Мы пофоткали, где склад, площадка, то есть там же напротив есть такая же площадка, но она еще не застеклена, ничего, то есть получается свет хороший, большая вот такой коридор, такой огромный, и воздух, и Вика. Единственная моя просьба была к Вике, вот моя концепция была, чтобы она была, на ней минимально было, краски не было, то есть мне важно было показать ее саму, сущность ее. Да, все фотографии с Викой, которые были разрешены ею мне пользоваться. То есть там была часть, которая была для ее портфолио. Вот, я не имею права этим пользоваться, потому что это ее агентство. А есть часть, которая вот как бы моя была. И есть какие-то определенные этические договоренности. И вот они все прошли. И, как ни странно, до того, как она поехала в Милан, прошло вот в Милане 2 журнала, забрали ее все фотографии. И вот как раз-таки в Короле, и во Франции тоже прошли. То есть мы как-то успели с ее заграничными гастролями. Ничем, кроме фотоискусства, Эльза Чанба сейчас не занимается. Правда, и это ремесло не превращает в бизнес. Никаких свадеб, застолий и исключительно коммерческих съемок. В объективе должно быть то, что интересно и привлекательно для самого автора, иначе кадр будет не настоящим. Так считает Эльза Чанба, и, видимо, с ней соглашаются множество глянцевых редакций по миру, на страницах которых теперь печатаются абхазские лица. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ.